Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня, 23 июля, Абхазия отметила День государственного флага. По всей стране прошли праздничные мероприятия. В столице нашей родины Сухуме праздник был организован на площади имени Сергея Васильевича Багапш. Абхазское телевидение вело прямой эфир с места события. В мероприятиях принял участие президент Рауль Хаджимба. Практически вся набережная Махаджиров была заполнена людским потоком. День флага у нас уже стала традицией отмечать в национальном костюме. Так было и на этот раз. Праздничное шествие, поздравления президента, телемост с Карачаево-Черкесии, Иордании и Турции и праздничный концерт. Обо всем подробнее расскажет Рената Шакая. Мероприятие началось с шествия, в котором приняли участие ветераны Отечественной войны народа Абхазии, матери погибших, школьники, студенты, общественность. Колонна начала свое движение с пересечения улиц Кагония и Конфедератов в сторону площади. Участники шествия пронесли флаги Абхазии. Затем трое наездников в национальных костюмах передали флаг начальнику роты почетного караула, а он, в свою очередь, президенту Раулю Хаджимба. Глава государства установил флаг на специальном основании для флагштока. Церемония передачи флага прошла под марш военного оркестра. После прозвучавшего государственного гимна Республики Абхазия слово было предоставлено главе государства. Гумшока, аяири, ахипшимри, бирапа. Абсентула ямамыз тынч встазара. Яра адунеяча ян накулос, а геополитика туп зепшраз ала. И рацевин уи лапшукцаны измаз агент паррапа, амчрапа, а империяпа. А хахара хаджлари урт рабхегылайцей, ирдырван, егрылшон, дарбанзалак. Акулай и чагылаща, ахей курхаща, вящера рукумкан, яанхей хзипшей сгымыз, таурухача леонра, келышвейра, урт абсна амчхара, ахепшимра рыхчон, дипломатияла, политика огарыла, аха янамудзалак, бджарла и икнух, и дыргулон, зхазара мачемыз, хацацас, а том легионка рычагыла разлшоз арх такое. Айдыслара корчу, а ща арцурат жилара корчу, и зрычхон апсвар до хамч, рцавя, рказща. Ай бешцвей, урт рабхегыла ицвей, ха айнейван, апсна абирак аанкыланы. Харах зацрымыз, хепшим разыхан, хак парачу. И штацаст, и хава гылан, Кавказпи, аш харуа жларпа. Убаси қалайд, отсохтанты, джинш тулати ай башранги, из киши пшини вивяю, пшини вивяха шукскорзы. Яха хапсад гел псатрас, яха первый, хай башцах зархагапа, рыщала и побол, абсна винкаррат абира. И вюх башукса ахыцвейт, щала ягу аяйраду. И марьямыст, винкаррат абираты, а гербы, рыдкалара а процесс. Уячагылан хтулы, хаджлары, ртуурх, ацава ахизшваз, акартуа милат, шовинист, эйчкарапа, карты а метрополия, отцака, рынок заря, языхяз, атыпанпи а политикцеге. Аха уртка зеге, рчагылара, рулшей, хмилат хакуитрат, пара а ветеранша, хапхегулайду, Владислав Ардзендба, напхгара зиуаз, а парламент а депутатша. Урт ядырпшыз, а огарей, ачхарей, а политика хшивицеррей, и рыбзаураны, и хауй, хаджлар зегерзын, и гузархаган ихалаз алшеду. Закан чидала, еще кургылахейт, хенкарат бирақи, хгерби, хгимни.
абирабли, агерби, рафтар, иналукаша, апсвасахятухаю, аважларат, хягулой, Валерий Гамге, и хатаги, наунакдза да анхойт, и хипшим апсна атурухача, ахакуитрей, аказара хараки, дерсим волна, доухат хягуловина, гудурала зацбох хойду, тауруху, абираб авторы, Владислав Ардзенби, Ари Ири Хадзов, Амилат проект, Абсвабираб, Алартаразен, идеология Щатагва Атаразен, Идербалас Аджаба, Яскартаз Абхзаша, Акыр Япсо Хашца, Нхыца, Ахыца, Акыр Япсо Джинджва, Губ Сыгала, и Фидусна Холойд, Абсна Гюнкаррат Абираб Амс, Язхалайт Хтула Амчхара, и Штыгагачлайт Хшам Хапсадгил Абсентула, Хбираб Лаша, Яцагулана, Хайнейлайт Хаджулар, Вазпир Пейвш, Знапаяну Аджар, Щардамта Абсенра. Празднование Дня флага продолжил телемост Сухум-Черкес-Эшкешехир-Аман. Главная цель такой виртуальной связи между представителями Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса разных стран мира – стать ближе друг к другу в такой важный день и рассказать об истории праздника, о важности и значении государственных символов Абхазии. Рената Шакай, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В праздничных мероприятиях приняли участие жители и гости столицы. Людей было очень много. Повсюду царила праздничная атмосфера. Люди разного возраста в национальной одежде с флагами в руках гуляли по набережной практически весь день. На площади у драмтеатра был организован конкурс детских рисунков на асфальте. Всюду была слышна абхазская народная музыка и песни. Люди поздравляют друг друга с праздником. Хотела бы поздравить всех с этим праздником. Пожелать всем счастья, радости и здоровья. Хочу поздравить с сегодняшним днем, Днем флага, всю Абхазию. Хочу, чтобы она расцветала. Желаю ей всего самого наилучшего. Пусть народ цветет, пусть сама Абхазия цветет. И все пусть было хорошо, будет хорошо. И все живут в мире и достатке. Я хочу поздравить весь наш народ, всю нашу республику с этим замечательным праздником. И, конечно же, хочется сказать большое спасибо всем тем, кто достойно донес флаг победы до конца. И мы сегодня, держа этот флаг, должны не просто его держать в руках, мы его должны держать с гордостью и говорить каждый день спасибо всем, кто донес нам. Мы желаем успехов, удачи всему народу, и радости, и счастья всем было, особенно детям. Мы хотим, чтобы все было для детей, все хорошо, отлично. Ну, мы рады за всех. И каждый год мы появляемся сюда, всегда с детьми, с внуками, со всеми. А сейчас немного об истории государственного флага нашей страны. Решение о принятии государственной символики было принято в тяжелых условиях политической конфронтации с Грузией. 26 лет назад, 23 июля 1992 года, фактически перед самой войной, нашему народу пришлось отстаивать право иметь государственную атрибутику. Для любой страны флаг – это не просто символ государства, это полотно, на котором отражена порой сложная история становления и развития страны. Не стал исключением и абхазский флаг. Современный государственный флаг Республики Абхазия был утвержден Верховным Советом 23 июля 1992 года. Абхазский флаг символизирует этапы развития государственности абхазского народа. Раскрытая белая ладонь на красном фоне – символ абхазской государственности, которая сформировалась во времена Абхазского царства и насчитывает 12 столетий. 7 полос зеленого и белого цветов, соответственно, символизируют духовность и молодость. 7 пятиконечных звезд над ладонью – это 7 основных районов исторической Абхазии – Садзен, Бзып, Гума, Абжуа, Самарзакан, Далцабал, Псхё-Аибга. Государственная символика Абхазии была разработана известным абхазским художником-графиком Валерием Гамге. Государственная символика была принята 26 лет назад в этот день. В последующие годы эти атрибуты стали символом победы и свободы нашего народа. Были разные предложения, разные идеи, разные модели, но вот то, что создано Валерием Гамге, этим замечательным художником, очень талантливым человеком, он оказался самым таким достойным воплощением нашей национальной идеи. Этот флаг, этот образ прекрасный
вобрал в себя и нашу историю, и эта ладонь, открытая миру, и все остальное, вся гамма цветов, вся палитра, которой насыщен наш флаг, это его проявление его интуиции художественной. Флаг Абхазии был принят в сложное общественно-политическое время, когда ситуация в стране накалилась до предела. Но 23 июля 1992 года произошло важнейшее историческое событие. Верховный Совет Абхазии, возглавляемый Владиславом Ардзенбо, принял закон о новой государственной символике. Благодаря тому, что депутаты первого парламента во главе с Владиславом Григорьевичем, они проявили здесь политическую волю, противодействие было страшное. Грузины понимали, что если будет государственная символика Абхазии, флаг, герб, все это будет принято, то это тоже главные атрибуты государственности. Еще и Конституция будет восстановлена. Они понимали, что Владислав пошел таким путем восстановления суверенитета через главные атрибуты государственности, и это состоялось. Именно в этой комнате, в этом самом углу, 26 лет назад руками Арды Аршани впервые был сшит абхазский флаг. Женщина очень трепетно относится к этому событию, поэтому за столько лет в этом углу ничего не изменилось. Материал, привезенный из Турции под покровом ночи, был перевезен на квартиру к Арде, ведь в мастерской шить было нельзя. В ее адрес звучали угрозы, обещали отрубить руки, вспоминает Арда. Ночью, потому что все они... Там грузин, тут грузин. Все они были здесь. И дети играли с моими. Чужой ребенок приведешь, он увидит, что ты тут делаешь. И потом это пройдет. Тоже тихо, детей отослали. Под абхазским флагом сложили головы многие славные сыны Абхазии. Поэтому для подрастающего поколения наш флаг несет большой смысл. Отрадно, что молодежь трепетно относится к своему флагу. Значение нашей символики сложно переоценить. Пока есть наше государство, это символ государства. Это полотнище, в котором содержится и прошлое, и настоящее, и будущее. Это и наша идея. И поэтому мы с этим должны жить. Я очень рад и очень счастлив, что молодежь очень любит флаг. Семья Будба-Когоня вот уже 18 лет живет вдали от родины, в столице Белоруссии, Минске. Однако это не мешает детям учить и знать историю своей страны и флага. Им очень интересно, у них в комнате висит карта Абхазии. Они очень интересуются, всегда рассматривают. Потом флаг на столе письменном абхазский. Любые какие-нибудь новости из Абхазии, они же видят все. Мы смотрим по интернету новости. Скажи нам, что ты знаешь об абхазском флаге, о символах его, что он обозначает? Он имеет три цвета, это зеленый, белый и красный. Еще на абхазском флаге есть ладонь, и над ладонью 7 звезд. 7 звезд означают 7 основных районов. Это Сухум, Чамчира, Гагра, Пицунда, Новый Афон и Гудаута. Ладонь означает гостеприимство. Зеленый цвет это означает цвет, что здесь живут мусульмане. Белый это христиане. И здесь получается, что живут одновременно две веры. В тяжелое военное время защитники Абхазии давали клятву верности родине под сенью государственного флага. В последний путь провожали павших героев также под его покровом. И в победной войне поставили точку, воздвигнув государственный флаг на государственной границе Республики Абхазия. И сейчас, спустя 26 лет, молодежь с трепетом и гордостью несет символ абхазской государственности. К другим новостям подписан договор об интеграции национальных платежных систем МИР и АПРА. Объединение платежных инфраструктур – одна из приоритетных задач для банковской системы Республики Абхазия, которая даст возможность, с одной стороны, гражданам нашей республики использовать карты АПРА на территории России, а с другой – обслуживать карты МИР на территории Абхазии.
На практике это даст возможность держателям карт АПРА использовать свои карты на территории России, то есть пользоваться банкоматами для снятия наличности, пользоваться торговыми терминалами, установленными в торговых точках для оплаты различных товаров, услуг. Сама реализация проекта она разбита на два этапа, на два направления. Один подразумевает обслуживание карт МИР на территории Абхазии, второй – обслуживание карт АПРА на территории Российской Федерации. По плану интеграции в конце ноября 2018 года мы должны начать принимать карты МИР в Абхазии. И в первом квартале 2019 года наши карты начнут работать на территории России. Глава администрации Учимчирского района Хрипс Джопу освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению. Указ об этом сегодня подписал президент республики Рауль Хаджимба. Тем же указом временное исполнение обязанностей главы администрации Учимчирского района президент возложил на первого заместителя главы района Славика Кучуберия. Давид Сангулия назначен руководителем аппарата Кабинета министров Абхазии. Указ об этом подписал президент Рауль Хаджимба. Группа депутатов Народного собрания побывала с рабочей поездкой в Галском районе. Депутаты обсудили ряд важнейших вопросов с главой администрации района и побывали на абхазо-грузинской границе. Репортаж Сарисмар. Поездка депутатов Народного собрания в Галский район началась с совещания в администрации. На встрече с главой района Тимуром Надарая был обсужден широкий круг вопросов, в том числе процесс паспортизации жителей района, а также выдачи им вида на жительство. По словам Тимура Надарая, есть категории граждан, которые уже несколько лет не могут получить документы. По его мнению, процесс выдачи вида на жительство тем, кто не родился в Абхазии, но проживает тут долгое время, необходимо упростить. 10 лет человек живет, и мы говорим, иди за разрешением на проживание. Он говорит, я 10 лет здесь живу. Это не гражданство, а это вид на жительство. А мы говорим, если ты 10 лет здесь живешь, получи сразу вид на жительство. А для тех новых, которые приезжают сейчас, скажем, да, это они не под эту категорию не подходят. Они же 10 лет не живут. Есть, которые 5 лет прожили, они тоже не подходят. Такие тоже у нас есть. Они обращаются за разрешением проживания. А если он регистрировался, у него есть основания, работает, да, где-то там, представить, что он работает, что он 10 лет здесь живет, зачем ему мучить на разрешение на проживание? Депутаты, в свою очередь, отметили, что этот вопрос неоднократно обсуждался и в парламенте. По словам Леонида Чамагуа, проблема требует детального изучения. Более того, необходимо еще раз проверить списки тех, кто сегодня стоит в очереди за получением вида на жительство. Об основной проблеме нам сказали, это некоторые пробелы, да, в законодательных актах, которые связаны с тем, что некоторые из граждан, их здесь вот по данным почти 2500, да, 2500 человек, которые не рождены на территории Гальского района, но проживают здесь еще с тех советских времен и не могут получить, да. Просто потому что сказано, родившиеся на территории Гальского района, значит, надо писать на территории Абхазии или Советского Союза. Мы слышали ваши предложения, мы думаем, мы их увидим в письменном виде, проработаем их с юристами. Если эти изменения позволят облегчить положение жителей Гальского района, я думаю, в депутатском корпусе будет понимание того, что это нужно сделать. Затем депутаты побывали в таможенном управлении Галского района. Руководители различных отделов управления имели возможность лично пообщаться с народными избранниками. Далее делегация отправилась в сторону нижней зоны района. Первой их остановкой стал контрольно-пропускной пункт в селе Батайгуара. Это один из 3 пунктов пропуска, который был закрыт 2 года назад. Сейчас здесь несут службу российские пограничники. По словам таможенников, после закрытия поста было зафиксировано несколько случаев незаконного вывоза товара на территорию Грузии. Таможенные службы Абхазии совместно с пограничниками стараются пресекать подобного рода правонарушения. Под видом как бы для личного пользования перевозя, как-то аккумулирует, потом какую-то часть использует для коммерческих целей. Ну, для этого случая у нас, говорит, есть своя служба, подразделение, которое мониторит как бы ситуацию, и выявление есть. У нас вот изъятия были большой партии минеральной воды. Помимо этого, вот совершенно недавно изъяли вещи, там тапочки какие-то были резиновые, да. Ну, то есть, ну, в любом случае, человек таким образом создан. Он, если даже какие-то ограничения есть, он пытается обходить. Наша задача так более тщательно над этим надзирать все. В
числе закрытых и контрольно-пропускной пункт Табая-1. На его закрытие здесь проходили в среднем около 600 человек в день. Теперь же жители близлежащих сел, чтобы попасть на территорию Грузии, для начала добираются до КПП Ингур. Но вместе с тем проблем с общественным транспортом здесь не возникает. Со дня закрытия пункта пропуска жителей возит автобус. Однако и такое положение дел не устраивает местных жителей. Они объясняют это тем, что дорога занимает много времени, да и проезд дорогой. И урожая нету, и дорогу закрыли, и очень трудно у нас. До Ингурского моста ходит, но дорога дорого. 100 рублей стоит. Ну, потом дальше через мост. Надо поехать, приехать, и 20 лари надо только на дороге. Здесь наши модули стояли, и здесь самодельный, вот видите, деревянный настил был, то есть пешеходный переход здесь находился. Здесь же, получается, напротив поста очень большое количество деревень и очень больших. И перемещение людей было, то есть им было просто, они приезжали прямо сюда, переходили, там продукты, не знаю, кто что для дома, там, может, бытовую технику какую-то, было просто. Депутаты выслушали мнение местных жителей и пообещали, что в ближайшее время они обсудят этот вопрос. Депутаты побывали и на КПП Атовая-2, на котором также несут службу российские пограничники. Таможенный пост Ингур стал последней точкой депутатской проверки. В среднем в день через границу проходит около 3500 людей. В их числе жители Галского района, граждане Абхазии, получившие пропуск в службе государственной безопасности Абхазии, и иностранные граждане, оформившие визу. По словам сотрудников пограничной службы, поток людей, переходящих к КПП Ингур, со дня закрытия остальных пунктов увеличился на 50%. Что касается товарооборота, то через абхазо-грузинскую границу можно перевозить товары только для личного пользования. У нас единственное, что разрешено, вывоз официально, то есть указ президента о начале оформления ореха, то есть на вывоз из Республики Абхазия в Республику Грузию. Таможенный пост Ингур сегодня не оборудован всей необходимой техникой. Нет программного обеспечения, которое позволило бы держать связь с остальными таможенными пунктами. Нет возможности полностью контролировать весь объем провозимой продукции. Более того, капитальный ремонт на территории таможенного поста не проводился за все послевоенное время. Проблем много, и ситуация на границе хоть и более-менее упорядочена, тем не менее здесь немало еще средств нужно вкладывать для того, чтобы именно нашей второй абхазской стороной контролировать и поток граждан. И вы сами видите, в каких условиях работают наши пограничники. Да, это гораздо лучше, чем то, что было лет 10 назад, но работа еще очень много предстоит. Проблем действительно немало, но мы можем констатировать, что и изменения положительные в Гальском районе происходят. Мы можем сказать, что есть вопросы, которые касаются непосредственно деятельности парламента, в частности, реализации закона о правовом положении иностранных граждан. Были подняты вопросы, связанные с необходимостью внесения поправок и дополнений к этому закону. Конечно, эти все моменты найдут отражение в тех инициативах и предложениях, которые поступят от администрации Гальского района. Мы, как депутаты, внимательно с ними ознакомимся. Все эти проблемы необходимо решать в ближайшее время, отметили депутаты парламента. Сария Смыр, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен слабый дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью 18-23, днем 28-33 градуса. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.